Хаумахагас. Здравствуйте. Сегодня мы разберем 7-й урок башкирского языка. Разберем вопросы «Кто это?», «Кто?», как их использовать. Начнем. И не только эти вопросы. Вот что у нас предстоит. Мы еще узнаем, как переводится на башкирский язык бабушка, дедушка, брат, сестра и так далее. Был кем? Был кем? Кто это? Был Нур. Это Нур. Ну, поняли, да? Был это. Секунду. Нур это имя. Дальше. Был кем? Кто это? Здесь говорится это кто, если вот дословно переводить. Но здесь вопрос, то есть вот это ставится обычно на конец предложения, когда задаем вопрос. Был Тимур. Это Тимур. Был кем? Алиэме. А это кто? Алия. То есть это был это. Кем кто? Был. Элия. Да, это Алия. Вот так вот. Все просто, легко. Дальше разберем. Секунду. Вопросы. Вот. Айсар был кем? Айсар кто это? То есть к кому-то обращаются. Был Гилдер. Это Гульдар. Азат был кем? Азат кто это? Был Олег Иванов. Или Иванов. Ул Стерле Тамактан. Это Олег Иванов. Он из Стерлитамака. Такая деревня, наверное, башкирская. Или городок, или поселок. То есть было это Олег Иванов. А он означает, можно и он, и она. Помните, да, об этом? И окончание. Тоже вот задаетесь вопросом, почему здесь такое окончание. Смотрите предыдущие уроки на моем канале башкирского языка. Почему именно это окончание ставится? У Стерлитамактан. Он из Стерлитамака. Дальше. Айзар был кем? Айдар, кто это? Был Алина. Журналист. Это Алина, она журналист. То есть видим, да? Здесь как бы оно одинаково звучит. Он, она, он, улы. Дальше. Был кем? А это кто? Был мы, был Булат. Учалынан. Это Булат, он из Учалов. Здесь видите, да, какое здесь окончание? Смотрите предыдущие уроки, если не знаете. Здесь тоже надо смотреть предыдущие уроки, если вы не знаете, почему добавляем вот это вот окончание. Потому что когда мы задаем вопрос, добавляем м или ме. Если была бы здесь, ладно, смотрите уроки. Потому что если, например, была бы такая буква или такая, то был бы ме. Это уже другой вопрос. Был Булат. Это Булат. Учалынан. Он из Учалов. Дальше. Агай Абзы.
старший брат и дядя. То есть агай означает и дядя, и старший брат, абзый то же самое. Еще раз. Агай, абзый. Апай, старшая сестра или тетя. Апай. Олатай, картетай, дедушка. Олатай, картетай, картетай. Олесей, картесей, бабушка. Олесей, картесей. Хенле, младшая сестра. Хенле, младшая сестра. Кусты, энне, младший брат. Кусты, энне, младший брат. Былка. Кто это? Былатай. Это папа. Былкам. Былатай. Или можно сказать былкам. Атай. То есть прочее. Кто это? Папа. Былкам. Былагай. Брат. Если говорить, что он прям старший, можно так говорить. То есть агай может быть и простой брат. Можем так говорить. То есть, если у меня младшая сестра, я могу назвать, просто сестра. Не обязательно добавлять всегда. Вот это более основное, короче. Был агай, это брат. Был кам, кто это? Был апаймы, это сестра. Юг был иней. Нет, это тетя. Вот так вот. Был Олатаймы, это дедушка. Олатай, тугел, атай. Не дедушка, папа. Видите, да, здесь тугел в конце добавляется, потому что здесь не. Именно в конце, а не в начале, как у нас в русском языке. На этом все. Надеюсь, вы все поняли. Если есть вопросы, обязательно пишите в комментариях. С удовольствием отвечу. А в следующий раз мы разберем вопросы мумкин, можно, как их тоже использовать. И много еще интересного вас ждет. Если вы подпишетесь и будете, и нажмите колокольчик. И ставьте лайки обязательно, пишите комментарии, что непонятно. Подписывайтесь. Всем пока, до новых встреч. Хау было гыс.